Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Как преображается Грозный? Главные стройплощадки столицы проинспектировал Рамзан Хаджи Кадыров. Чеченская республика на первом месте в рейтинге эффективности деятельности должностных лиц и органов исполнительной власти. Успехи региона обсудили на совещании в правительстве. На базе Российского университета спецназа состоялись соревнования по тактической стрельбе. 25 команд из числа силовиков боролись за звание лучших в своем деле. Глава региона проверил несколько важных стройплощадок Грозного. Его сопровождали первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Исат Умхаджиев и мэр столицы Хасмагомед Кадыров. Лидер субъекта ознакомился с реконструкцией транспортной артерии, связывающей улицу имени Магомеда Узуева с городскими поселками. километра городской направление. Він дольовий, він 82 федеральный участок, 5 октября полностью там, где уходит. На одном из участков дороги имени Асланбека Шарипова строится новый путепровод над железной дорогой. Рамзан Хаджи Кадыров побывал и здесь. В рамках комплексной реконструкции рабочие приступили к благоустройству улицы. Идет укладка тротуарной плитки, бордюрного камня и другие виды работы. Всего 108 балкеров, свои 400 своих, что было кому шатал и планировал. Балка сразу шел вызад, конечно, асфальтом пойдет, охотно графицы больше где-то. Здесь же Рамзан Хаджи Кадыров осмотрел и возведение моста через реку Сунжа. Уже завершена установка свайных конструкций. Все работы идут согласно графику. Увиденным глава региона остался доволен. По словам градоначальника, никаких проблем с материалами и финансированием нет. Спортивные состязания, национальные игры, танцы, ярмарки и многое другое. Подготовка к ежегодному фестивалю «Биноевская весна» идет полным ходом. Это будет одно из самых ярких и масштабных событий года. То, что уже сделано, Рамзан Хаджи Кадыров обсудил на встрече с членами оргкомитета. Они рассказали, что особое внимание будет уделено конкурсу чтецов Корана. Все расходы на организацию и проведение фестиваля взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Как отметил глава региона, «Биноевская весна» продолжит играть важную роль в укреплении культурных традиций, единства и сплоченности чеченского народа. На предстоящем фестивале «Биноевская весна» состоится конкурс чтецов священного Корана. Хафизы будут соревноваться в 3 номинациях – по знанию 10, 15 джузов и полного Корана. Победители ожидают подарки и денежные призы. Подробнее о том, как готовятся участники конкурса, в сюжете Халимат Шахидовой. В программе фестиваля, помимо культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, особое место занимает конкурс чтецов священного Корана. Юные хафизы уже активно готовятся к нему. Ежегодный конкурс чтецов священного Корана собирает хафизов со всего региона. Соревнование разделено на 3 номинации по знанию 10 и 15 джузов священного писания, а также полного Корана. После объявления даты проведения участники из школ хафизов начали активно готовиться. Помимо основных занятий, преподаватели дополнительно занимаются с конкурсантами, чтобы помочь им подготовиться. До обеда уроки, хаюшит после обеда. Дополнительно Юсуф Тимаев – ученик Грозненской школы хафизов. Он участвует в этом конкурсе уже в 3-й раз. Помимо занятий с учителем, Юсуф готовится и самостоятельно, а его друзья помогают ему в этом. Каждый день повторить то, Зелимхан Султанов, которому всего 16 лет, уже является хафизом священного Корана. Он участвует в этом конкурсе во 2-й раз. Как отмечает Зелимхан, помимо подготовки, он делает еще кое-что важное – дуа. Конкурс Куран повторяешь, меллиш, дуешь Куран повторяешь, донештеш. Аллах делит дуеха дуешь, метк бактарам. Ишт кечем бос.
Как отмечает учитель Аргунской школы хафизов Джабраил Субуралиев, для него это не впервые, когда его ученики становятся победителями крупных конкурсов. Однако каждый раз новость о победе приносит ему большую радость. خلص الخاصية ترسون سيخ خلص ديل أن هيتم نديلا أي سياق كان شل جو خاص هيتي عسون بق خلق خيقة دنيا خليش شو حق أخور عن عامين أحيخ كأنت حالها متكي إحنا شولا متكي إحنا ألش سول دزل دويتي ألش خام تعسون خي دزل. В этом году глава региона Рамзан Хаджикадыров поручил уделить особое внимание наградам победителей конкурса. Участники демонстрируют глубокие знания, искреннюю веру и любовь к религии, поэтому их необходимо поощрить на соответствующем уровне. Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Асхаб Керимов. Неделя. В Грозном прошло совещание правительства Чеченской Республики под председательством премьер-министра региона Магомеда Даудова. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований. В ходе встречи обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Чеченская Республика в числе лидеров рейтинга показателей оценки эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации и исполнительных органов власти по итогам работы за прошлый год. Об этом сообщил премьер-министр региона Магомед Даудов, начав совещание правительства. Под руководством главы Чеченской Республики мы заняли по итогам 2024 года первое место по достижению показателей, установленных для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Чеченская Республика по итогам 2024 года также вошла в топ-10, а заняла 8 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это результат слаженной и эффективной работы команды, основанной первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмадом Хаджикадыровым. С начала этого года в республике увеличилась среднемесячная заработная плата. Теперь она составляет больше 44 тысяч рублей. Об этом в своем докладе доложил заместитель председателя правительства, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев. Также улучшились показатели в таких направлениях, как объем отгруженных товаров, промышленное производство и оборот розничной торговли. По данным статистики, за 5 месяцев 2025 года республика обеспечивает положительную динамику основных показателей социально-экономического развития. Объем отгруженных товаров за январь-май 2025 года составил 105,9 миллиардов рублей или 125% к январю-маю 2024 года. Объем промышленного производства увеличился на 21,5% и составил 35,8 миллиардов рублей. Объем строительных работ увеличился на 9% и составил 32,9 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли 131,4 миллиарда рублей или 106,2 к аналогичному периоду прошлого года. Магомед Даудов выражает благодарность ведомствам за достигнутые результаты, отметив, что все это благодаря слаженной работе. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить управленческие команды государственной и муниципальной власти Чеченской Республики за достижение установленных показателей по итогам 2024 года. Массана, Бандерия, Баркал, 89 субъектов на мужской показатели. Самый первый показатель идем. Это доверие власти, доверие главе республики, доверие к команде. А это еще доверие федерального центра команды Чеченской Республики. А Пачака, а Йох Пачака, а Киева сделано до достижения. Чеченская Республика также в числе лидеров в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив. По итогам участия в рейтинге качества жизни в 2024 году Чеченская Республика вошла в топ-20, заняв 14 место среди субъектов Российской Федерации и первое место среди субъектов, входящих в состав СКФО. Также по увеличению показателей качества жизни выступили заместитель председателя правительства, министр финансов Султан Тагаев и министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Муслим Зайпулаев. Подводя итоги совещания, Магомед Даудов отметил, что нужно сделать все необходимое для реализации намеченных планов, а также обратил внимание присутствующих на качественное выполнение поставленных задач. Халимат Шахидова, Адам Арсунукаев, Мансур Исмаилов. Неделя.
Еще одно совещание правительства. Кабинет министров рассмотрел ряд социально-экономических вопросов. Обсуждались изменения в нормативно-правовых актах, касающихся сельского и жилищно-коммунального хозяйства, экологии, туризма и государственной поддержки различных направлений. По итогам заседания принято решение, направленное на устойчивое развитие региона и реализацию приоритетных государственных задач. Проекты постановления правительства Чеченской Республики. Первое. Внесение изменения постановления правительства Чеченской Республики от 29 марта 2014 года номер 26 об утверждении положения в Министерстве хозяйства Чеченской Республики. Второе. Внесение изменения постановления правительства Чеченской Республики от 21 декабря 2022 года номер 299 об утверждении порядка предоставления субсидий республиканского бюджета на стимулирование производства картофеля и овощей Чеченской Республики. Уже на встрече с силовым блоком Магомед Даудов обсудил вопросы обеспечения безопасности на территории республики, а также участие региона в проведении специальной военной операции. В частности, говорили о подготовке материально-технического обеспечения и отправке военнослужащих и добровольцев в зону боевых действий. Курорт с уникальными характеристиками. Такой вывод о горнолыжном комплексе Ведучи сделал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, который прибыл в республику с рабочим визитом. Здесь у него прошла встреча с председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым. Обсуждали развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа Ведучи. Чиновник отметил, что горнолыжный курорт станет ключевой точкой притяжения для дальнейшего развития отрасли. Мне кажется, тут сложно переоценить, насколько он важен. Фактически мы рассматриваем не просто это как локальный проект, а рассматриваем как такую серьезную точку роста с точки зрения того, что туристический поток растет в целом на Кавказ. Вот в Чеченской Республике 10% прирост, и это накладывает определенную ответственность. Это и вызов, и ответственность с той стороны, что нам надо действительно это направление серьезно поддерживать, развивать. Сергей Назаров лично ознакомился с ходом строительства объектов инфраструктуры Ведучи. Он посетил северный и южный склоны, где ему показали строящиеся канатные дороги и лыжные трассы. Активно идут работы и на северном, и на южном склоне. Идут все необходимые сопутствующие работы для обеспечения уже жизнедеятельности полноценно нашего курорта. Когда курорт будет введен в эксплуатацию, во-первых, здесь появится уникальная канатная дорога, которая будет притягивать сюда огромное количество туристов, не только из России, я думаю, что и из-за рубежа. Дело в том, что она будет иметь именно технические особенности, которые сами по себе будут являться аттракцией. В Чеченской Республике закрыли частное медресе после инцидента с избиением учеников. Советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев встретился с виновником происшествия и руководством медресе. В результате нарушений, выявленных уже после того, как духовная школа обратила на себя такое внимание, было принято решение о ее закрытии. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Ролик, на котором воспитатели проявляют агрессию по отношению к ученикам, разлетелся по сети и вызвал широкий общественный резонанс. На ситуацию оперативно отреагировал советник главы Чеченской Республики муфти Салах Хаджи Межиев. Он провел встречу с виновником произошедшего и руководством медресе. Муфти осудил поведение воспитателя, подчеркнув, что подобные действия недопустимы ни с точки зрения ислама, ни с позиции чеченских традиций и норм воспитания. أحسن امبارح ليش هشتو تغليلوش سكنتو أضحك أحا وشقيت إذا خزني سنشوه خاصة بين بوعبو يدينس يعادت إنسان يغلقت يا و مفتياتو ويشت علوش направление هردي هرمدي هرمجردو هرمجردات بوخشة علوش направление شغل Медресе Ан-Нур в связи с нарушениями было немедленно закрыто. Как выяснилось, 17-летний Шамиль Минкаилов, ставший участником инцидента, не имел аккредитации Духовного управления мусульман Чеченской Республики и не обладал правом на преподавание. коммерческий حجر شغل بيرشكر أحشى دوخش أما تجعبوش بالحيخ خوي نظام إذا ويت سجلسوات دوي حيخ مجر ولا حيخ مجر واتح بوخش إشتا أتس نظام تانا حيخ شجر شو أنت إيتين والشولك أنت إذا وي مهتياتو حيخ بقويلك أنت واتس إذا وريت شو قاشك أنتو يتسونج عويد عدل سيرتيفيكات دات
следовательно, цара от хужру шайинак нарушение цундеро и нарушение шхи цац исаннал нарушение шбаандолша и хужр уайдакулна. По словам самого Шамиля Микаилова, вспышка агрессии произошла, по его мнению, в воспитательных целях, о чем он теперь сожалеет. Как рассказала директор медресе, поводом для проверки стала жалоба одной из родительниц. После изучения видеозаписей воспитатель был немедленно уволен. Муфти региона напомнил, вне зависимости от статуса, платная медресе или бесплатная, все учебные заведения обязаны строго соблюдать требования, установленные Духовным управлением мусульман Чеченской Республики. Халима Шахидова, Юсуп Эжиев, Асхаб Керимов. Неделя. В Гудермесе на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина прошли открытые командные соревнования по тактической стрельбе. В турнире «Дуэль» участвовали 25 команд, в составе которых сотрудники силовых структур. За ходом соревнований наблюдали председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, его заместитель по силовому блоку Абузейт Висмурадов, секретарь Совбеза, начальник отдела обеспечения безопасности главы региона и куратор Российского университета спецназа Адам Кадыров, а также другие официальные лица. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Первый этап соревнований проходит на полигоне Российского университета спецназа. Участники по очереди занимают позиции, заряжают оружие и открывают огонь по мишеням. После поражения цели эстафету принимает следующий стрелок. На огневом рубеже бойцы спецподразделений, выпускники курсов Российского университета спецназа имени Владимира Путина и члены Федерации практической стрельбы. Все прошли строгий отбор. Каждая команда представляет свою организацию и допускается не более 2 команд от одного ведомства. Главная цель соревнований не только победа, но и отработка боевых навыков, обмен опытом, проверка экипировки в условиях максимально приближенных к реальным. Суть нашего турнира заключается в том, что у нас часто проходят в турнире свои люди, и в этих соревнованиях у нас в дуэль попадают только команды, которые заняли от 1-го места до 16-го места. Соответственно, очень многие команды хотели выступить именно в упражнении дуэль, и мы решили для них создать такие условия, чтобы они без какого-либо там отбора, без каких-либо ограничений, чтобы они могли приехать и выступать на соревновании дуэль. По завершении финального этапа состоялась церемония награждения. Победителем турнира стала команда бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова «Спецполк». Второе место заняла команда СП «Дустум». Замкнула тройку лидеров команда СБ «Соты» из состава УГИБДД МВД по Чеченской Республике. Все победители получили медали и денежные призы. Дуэль были, конечно, тактические, но внимание, все тунде спецподразделение развиваться дальше. Любой чего. Авиокшол команд сильный, вот массера авиокшол. Ока самый сильный команд, доступный командир. Sen zaten перервать дальше только. То есть здесь, конечно, подобные соревнования проводят регулярно. Это позволяет повысить уровень подготовки сотрудников и улучшить их эффективность при выполнении служебных задач. Хава Ахмадова, Адам Арсенукаев, Артур Хациев. Неделя. В Грозном продолжаются субботники. Сотрудники министерств, ведомств и различных организаций приводят в порядок улицы и дворы многоквартирных домов, обновляют детские и спортивные площадки. В уборке городской территории принимают участие и сотрудники телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Слово Хаве Айдамировой.
В этих дворах, как и во всем городе, кипит работа. Сотрудники министерств и ведомств вышли на субботник. Очистка территории от мусора, покраска фасадов. Каждое действие делает город более ухоженнее и уютнее. هذا أعمد عشان تصير خلوت أكو كوتيل راديو كامبانيا خلر ترد أبوسو دين دقيق واش كنال خلر ترد وأرد ولا مخ بالخي بوتا عن دعوة شت أك سأنا لو وين مخار أخ إيمان دو أشتوي علمنا أخ إيمان خلر ترد ده ملاقي ويقع ده خلي ترى أرد البول باش خزنة سنق أبيك صدق أشتو ده ملاها. Один из таких участков – зона ответственности СМИ республики. Журналисты показали, что умеют не только освещать события, но и сами активно участвуют в жизни города. Результаты их трудов видны уже сегодня. На месте недавно захламленной площадки теперь чисто и благоустроено. По поручению главы республики мы в течение нескольких месяцев на этом участке проводили субботники по благоустройству дворовой территории, спортивных площадок, покраски фасадов. Хочу поблагодарить всех сотрудников СМИ, которые принимали в этом участие, и, конечно же, нашего министра Ахмеда Дудаева. В завершении работ сотрудники СМИ отметили свой труд небольшим праздником. Сюда прибыл и помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он лично осмотрел территорию, пообщался с участниками субботника и поблагодарил их за вклад в общее дело. الله بزق الاشتغال رمضان جنبيلي إلشي أستاذ ريز في الخصنة خجوق ريز دسوق شوري نسوق هرجوق يوخني يرهر حقا نبلغ الوسن شاين بينهم مصو شو يخش مصو ما يوخني حردوم دو يتسني خزان دعتو دين قاري خارنا بيريز في الوزن ليلا تخوق شو أرى شو دولار تكون شو دقل شو يخش بلكون شتغل شو يخش شو دوخن در خير خطوة دقة يدشتو يديل رزق أستن رمضان نأكل أبوك الشقة نأكل دال عالوش бойло. И такая картина наблюдается по всему Грозному. У каждого ведомства свой закрепленный участок, за который они несут ответственность. Цель не просто провести уборку, а преобразить город, сделать его более комфортным и привлекательным. Хава Айдемирова, Сайдыни Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.